Все, приятного просмотра. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И с сегодняшнего дня у меня начинается мое путешествие в Калининград, к Володе. Рыбалка на судака. Значит, друзья, я с собой взял немного сувениров, поэтому буду в Калининграде. Подписчикам, думаю, подарю немножко сувенирной продукции. Вот. Кто хочет заказать себе также сувениры Клевая Рыбалка, можете посмотреть на сайте клеваярыбалка.рф. А я сейчас буду ждать регистрацию, и у меня долгие перелеты. Наконец-то я пойму, сколько же Володя все-таки выдерживает в воздухе, прежде чем долететь до нас. Ощутим себя в Володиной шкуре, так скажем. Друзья, огромная благодарность Володиным друзьям за эту поездку, потому что один из его подписчиков купил билеты как для меня, так и для Игоря, что очень приятно. Вот. И наконец-то я встречу Андрея Плейко, который недавно также нам помог с поездками. И мне он помог, в частности, с поездками, последующими поездками. Поэтому Андрея Плейко я приглашаю к себе в Якутию на рыбалку. И сейчас скоро я с ним встречусь. На мне вот такой национальный костюм якутский. И вот такой вот ремень Клевая Рыбалка. Создание этого ремня, друзья, отдельный сюжет, поэтому можете посмотреть этот сюжет на канале Клевая Рыбалка Лайв. Так, друзья, только что прилетел, аэропорт Домодедово. Вот сейчас прошел зону транзита. Угадайте, кого встретил? Мы случайно встретились в Домодедово с Васильевичем. Так, Игорянь меня уже здесь ждет, сидит. У нас сейчас совместный полет Володе Рыбкину. Калининград. Да. Да, это был секрет. Давно сидишь? Давно, уже часа два. Часа два уже как Да, сидит. я уже давно приехал. Я уже давно приехал в аэропорту. Вот. Я смотрю, у вас тут лето. Ну, для тебя да, для нас еще холодно. Ну, не знаю. Уже снега нет, здесь тепло, хорошо. Да, на озерах только Ты видал, как снег. я с кафешкой угадал, и ты вышел тут? Ты видал? Да. Что ты мне Вот даже не- Игорь угадал с кафешкой очень сразу. Я вышел отсюда, получается. Да, Вот. вот выход. Да, и сразу тут смотрю, Игорь сидит. Рассказывай, что пьешь? Чай пьешь горячий? Водичку Чай пью, гоняешь? помидорчики ем. Ясно. Володя там нас ждет уже с тобой. Где мои бутерброды? А? Бутерброды где мои? Все лежит, все лежит. Вот Игорянь с вещами. Там у него бутерброды. Да, сникерсы твои, конфеты, шоколадки, конфеты. Отлично, я сейчас Знаешь, как раз проголодался. Ты знаешь что? Единственное, чего много не смог взять, там ребрышки замороженные хотел, а он же багажа нет, он же багаж не взял, Да. а ручная кладь 10 килограмм, пришлось все Да. дома оставлять. Я половину не забрал, оставил дома. Я на весах сумку завесил и оставил половину дома, 10 килограмм все, пришлось оставлять половину. Но конфеты Отлично. все забрал твои. Ты кольцо взял? Вот оно, я его не снимаю. О, красавчик. Я Самое его главное. не снимаю. Теперь он должен нам судака поймать, удачу принести. Да, Володя мне уже сказал, говорит, трофейный судак с тебя. Да ты че, Ну круто. Ладно. Так, друзья, вот с Игорюней купили, значит, чай. И он привез бутерброды из дома, котлетку.
чем меня, собственно, и спас от голода, от голодной смерти. Я знаю, что Василич поесть любит, поэтому я из дома наготовил мамы. Да, я хотел сэкономить и купил просто чай. Вот чек за чай. За просто чай. 530 рублей. Вот маленький чаек, вот здесь лимончик, заварка, как бы, и все. И вот это все в удовольствие стоит 530 рублей, друзья. Я еще 2 хотел чая взять. Нетушки. Ну как тебе Домодедово, Василич, первый раз в жизни? Хороший аэропорт? Хороший. Приехал в одежде, а ушел без трусиков. Да, Отдал все. да. Вот такие ценнички в аэропорту Домодедово, да. Да, Игорян, вообще страшно, Тут страшно. ужас, ужас. Пойдем походим по магазинам, Пойдем, посмотрим. пойдем погуляем, пойдем. Давай. Поснимаем. Пойдем поснимаем. Так, сейчас с Игоряней пошли На посадку, да, уже к самолету. ближе, Сейчас ближе, снимать идет. да, ближе к посадочной и будем показывать. Такая вот транзитная зона, вот. В принципе, все подписано, не заблудишься. Здесь вот. Итак, дорогие друзья, прилетели в аэропорт Калининград, Храброво. Сейчас нас Володя Вот. должен Сейчас встречать. Володя должен встречать. Калининградский бродяга. Да. Надеюсь, что будет без ЧП. Ну да, надеюсь, он нас встретит с тобой, да, дружище? Заманил нас неизвестно куда. Да, очень много впечатлений, друзья, от полета. В общем, по прилету все расскажем. В палатку как доберемся. Ну да. По дороге еще поснимаем маленько. Вот такой терминал. Отсюда выходим сейчас. Итак, дорогие друзья, приехали в аэропорт. Вот Андрей, Привет, привет. Володя, Сергей Токарчук Володя нас зашел. встречают. А меня-то засними, я-то здесь с тобой. Да. Вот аэропорт Храброво, друзья, впечатлений просто куча. Здесь вообще погода такая теплая, как у нас весной или ранним летом. Вот. И сейчас, надеюсь, поедем по делам, буду все снимать, все интересно, поэтому давайте. Еще одно, Слав, добавлю. Прикол. Мы сейчас вышли, пока ждали на улицу с Сергеем Токарчуком. Смотрим, садится самолет Славин. И сразу подуло холодным ветром. Вот я клянусь, я вообще... Якутия. Слава нам привез холод. У нас был сегодня теплый день. И я вот говорю, самолет сел, да, Серег? Мы стоим на улице, и прям холодный ветер подул. Нифига себе, вот это номер. Якутия рулит, ё-моё. Я приехал погреться, а тут это ветер за мной. Да. Так, вот аэропорт Храброво, Калининград, посмотрите. Вот. Вот здесь вот уже, ну пока листвы нету, но вот там деревья такие странные, здоровые вообще. Люди. Сейчас окружная свободная. Налево, Да, налево. Ну я смотрю, у вас вот зеленеет уже трава, да? Ну вот сегодня первый такой теплый день. Слава, у нас вот так всю зиму. Всю зиму. А. То есть снега нету, да? Ну, немножко, да. Но в этом году... Итак, дорогие друзья, приехал в магазин «Воин», проспект Советский, 30, в городе Калининграде. Дело в том, что всю теплую одежду я оставил в Якутске, и здесь мне пришлось взять новый костюм для себя у своих партнеров. Это чебоксарская фирма ХСН, которая занимается производством одежды для охотничьей, рыболовной сферы, для туристической сферы. И вот такой вот классный магазин, посмотрите, специализированный. Вот. Здесь у них имеется обувь различного назначения, там рыболовная, охотничья, есть просто спортивная, я смотрю, термобелье, различные сумки, рюкзаки, ремни, костюмы, туристическое снаряжение, ножи, что-то вот из янтаря туристического. Очень много представлено
костюмов. Сейчас, да. Да, надо еще... В общем, в этом магазине каждый найдет для себя что-то подходящее. Я вот клянусь. Не, вот этот, размер большой. Я скажу здравствуйте, дорогие наши мужчины. Всего города, всей России. Хотим вам сказать, что у нас есть такой очень замечательный магазин «Воин» в городе Калининграде, где вас порадуют костюмами для охоты, для рыбалки, фирмы Huntsman, ХЦН, костюмчики, очень большой выбор, костюмы фирмы Ремингтон. Также можно отдельно подобрать брюки, куртки. Будем очень рады вас видеть, приходите к нам. Так, дорогие друзья, вот такой вот костюм я себе выбрал. Костюм называется «Сталкер», фирма ХЦН. Такой костюм у меня в Якутии. Я уже не первый год его ношу. И здесь, в Калининграде, я выбрал именно такой же. Володя мне подсказал, что будет прохладно. Северный ветер, температурный диапазон до минус 15. Костюм мембранный, дышащий. Вот посмотрите, на спине такая вот надпись. Обалденная. Очень удобно, все на утяжках, есть дополнительные карманы для моего оборудования. Потом что? Вот такие вот накладки. Костюм может применяться как охотничий, так и рыболовный. Здесь вот тубус можно повесить, что-то еще, чтобы не соскальзывало. Внутри флис. Очень много различных внутренних карманов. Да, отлично. В общем, канал Клевая Рыбалка рекомендует, друзья, именно костюмы фирмы ХСН. Также я использую Арктика 3 зимней рыбалки до минус ниже 50 градусов. Ездил нынче. Поэтому вот именно такой костюм я себе взял. Гора сейчас будет, приехать, сейчас снимем контент. Так, приехали к Володе в табор, Да. в лагерь. Вот. Речка. То есть это не речка, это... канал. Вот это такая бухта. Ну, это проходит канал. Вот это остров насыпной и за ним залив. То есть у нас цепь островов идет до самого города Балтийска. Но мы туда тоже должны поехать. Я надеюсь, погоду мы поймаем, чтобы выйти хотя бы в море, показать там, ну, посмотрим, то салака будет ловиться или нет. Ну, хотя бы показать выход в море, наши такие ворота, как бы так. Так, здесь что у нас? Вот это Здесь- транспортное средство, да? Да, да. Здесь лодка. Плавсредство. То есть на ней будем, да? Да, на ней будем ходить. Классно. Это, по-моему, вильбот. Вильбот, да. Это твой вильбот, да? Да. Круто. Уже успели запачкать весь, пусть все только было свежее, все чисто покрашено. Да, такой запах прям, знаешь, вот, это после дождя как будто. Ну да, дождик-то только прошел. Ну. И уже рыбаки, вон, смотри, да? Рыбаков, да, полно. А сейчас здесь вот можно рыбачить, В что-нибудь принципе, попадется? фидер можно закинуть, может быть что-то, какой-то лещец даже клюнет. Ну все может быть, надо пробовать. Да ты надо чё, пробовать. ничего Может себе. быть. Классно вообще. Так, друзья, ну все, я сейчас буду потихоньку все снимать, что да как. И, собственно, потом, может, знакомый лежит. Ага, это Володин, это мы ему подарили. Вот. У Володи вот такая вот палаточка, посмотрите, Powerbird 3Т. Печку поставили, полы, все, кровать я уже занес. Значит, возможно, здесь втроем будем завтра жить. Друзья, сейчас вот приехал Иван. Всем привет. Иван изготавливает у нас резину. Дело в том, что когда Володя ко мне приезжал, мы ездили на Таймене. Вот, он привозил резину именно вот Ивана.
И сейчас Иван сам приехал сюда, в Калининград, он здесь производит свою резину и немножко расскажет про нее. И эту резину, друзья, вы можете также заказать на сайте клёвая-рыбалка.рф. Иван согласился там выкладывать свою продукцию для вас. Всем привет еще раз. Что могу сказать по резине? Резина больше акцентирована на судака, вот. Но есть размеры разные, начиная от микроджига и заканчивая 7-дюймовыми там угрями и, ну, в принципе на любой вкус. Все основное вы увидите на сайте. Вот. Первоначально именно акцент у меня идет больше на Bass Assassin. То есть, так как это американская резина, она проверена на всех водоемах, не только Калининграда. Вот. Ну, так же самое есть и Ларва, копия Ларвы, и Тиога, и Аваруна, и те же Угри. Вот. Ну, все, что касается, как бы сказать, именно ходовой резины на судака, на щуку во всех водоемах, судак, щука, окунь во всех водоемах, как бы сказать, российской, во всех водоемах России. Вот. Вся резина предоставлена в разных цветах. Вот. Она вся имеет вкусовой трактант. То есть вкусовой трактант разный идет, как и кальмар, анчоус, креветка, потом чеснок. Ну, грубо говоря, все, что используют основные производители, то используем и мы. Вот. Только отсутствует комплектующая соль, которую, я не знаю, ну, определенно они добавляют для балансировки данных приманок. Хотя наши приманки не особо вообще ничем не уступают оригинальным производителям. А так основной выбор за вами. Использовать оригиналы, искать, которых сейчас мы стараемся заменить. Вот. Ну или использовать наши приманки или приманки других производителей. Друзья, вот и наступило утро. Утром я проснулся под крик журавлей. Так интересно. Журавли. Здесь вчера где-то вечером утки плавали на озере. То есть, ну, не на озере, а на... Как ее называется? Залив, да, это или что? Это такой, ну, как бы, ну, бухточка такая, да. А, вот на... Так, друзья, начинается наша рыбалка. Прямо с утра. Сейчас посмотрим, чего нам Игорь готовит с утра. Электрический, да. Александр лодку надувает. Привет. О, Игорянь здесь готовит. Вот Расскажи, Игорь, что готовишь? яичницу готовлю, колбасы, просто быстрый завтрак и на рыбалку. Классно. Колбаса да яйца. Колбаса какая? Московская, надеюсь? Да, московская, да. Отлично. Московский завод. Отлично. То есть и килограммовые попадаются, надо найти его. Вот ребята вчера обрыбились. Ну-ка, о, за весь день, да, это? Да. Не завей. Ну не завесь, что мы там полотим. Не, если бы мы стояли на окуне, мы бы еще поймали бы. Мы судака искали, окунь нахуй. Ой, нахуй ругается. Вот. Володя зашел. Так. Сейчас главное эту штуку убрать, чтобы на нее на винт не намотать ничего. Вот. Мотор такой тоже большой, да? Хороший, вообще хороший. Так, друзья, выехали с утреца на рыбалку. Сейчас здесь 27. Люди уже находятся. Уже с 4 утра здесь. Да, это залив, да? Да, это Калининградский залив. В Калининградском заливе люди уже с 4 утра рыбачат. Вот такие тут есть фанаты. Я заметил, что очень много утки, чаек. Вот. Итак, Игорь Вячеславович, ну расскажите, как ваше впечатление? Ну, впечатления шикарные. Всем сразу передаю большой привет. Всем Володиным, Славиным подписчикам, Агатам подписчикам. Как говорит мой друг Агат, мир вам и вашим близким, друзья. Ага. Все шикарно, приехали, вот вы выехали на воду. Блин, вообще, конечно, природа, сказка. Володя все сделал круто, организовал. Вчера покушали, посидели до темна. Вообще общение вот этого просто огонь, просто огонь. Ну, Володе, конечно, особая благодарность. Так все подготовил и кушать приготовил. Ребят, даже я вчера поваром не был. Володя все сделал. Какой он нам шулюмчик приготовил, да, с картошечкой, со свининой. Ну, все круто, вообще шикарно.
Немножко погода подвела. Ну, Ну сегодня как у тебя настрой? боевой. Сейчас будем кого ловить? Судака. Раньше ловил судака ранее? Ловил в Астрахани, но это очень давно было. Это были 90-е годы, это давно очень было. Ну то есть судака умеешь ловить? Ну, Как? попробую. Может быть, мне Байнай подарит, как в Якутии. Там таймень, а здесь судак. А трофейный Крутой. судак? Ну, такой на насколько бывает? пятерочку бы. Считается уже крупный, да? Да, судак. А да. больше бывает? Бывает. Видел я. Сколько бывает, Володя? 12 килограмм За я видел. десятку бывает, ну такие редкости. Я слышал про 15 12 килограмм я видел. Это огромный Не, мой судак. На рекорд двух руках. 600 пока только. Ну, 8 со видел, мной в 7, лодке товарищ 6 на видел 8 судаков. 600 поймал. Ого. Был такой. У меня даже видео на канале есть. Так что, ребят, Володе, каналу Рыбкин 39, огромный респект и спасибо ему за организацию такой рыбалки крутой. Даже что-то, если не поймаем, все равно это круто. Да. Общение, дружба, вот это дорого стоит. Конечно. Дороже любой рыбалки. Ух ты, ничего у него какой, смотри-ка он. Да, якорь. Не-не-не, он стоит, этот лавранс какой-то стоит. Ловренс. Ну, он меня половину не исправит. Встал на Короче, точку, все. глюканул у меня и все, я уже и возил, и что с ним. Встал на не точку? пытался. Да, но он так показывает, один правый луч у него. Ясно. Слушай, Володь, это самое, ты же занимаешься туризмом, я так полагаю, рыболовным. Ну, еще. Вообще думаю, Да, да. Может быть, в гайдинг залезть там, то есть людей на рыбалку повозить. Хорошо. Времена сейчас такие, что... Да, тяжелые. Да, Если- да всем тяжело. Если- Сыт не будешь уже. Конечно. Володя, если что, я тебя приглашаю к себе на сайт в раздел туризм. И если кто-то будет из моих подписчиков из Якутии будет в Калининграде, захочет половить судака, обязательно свяжитесь с Володей. И не только судака, и саргана, Да, и любую плотную рыбу рыбу, да, по по сезону, сезону, Да, да. то Рыбу Володька кто-то свозит на Камбалу. рыбалку. У вас же и Так что, камбал идет, друзья, да, Володь? И 300. Организовать можно. Так что- заходите на сайт клевая-рыбалка.рф, раздел туризм, смотрите, есть туристические маршруты неплохие, вот. И думаю, Володькин там тоже появится. Так, друзья, в общем, вот сейчас мы встаем на место, Володина секретное место, поэтому нельзя удавать секретные места. Вот. О, или тащит, ё-моё. Давай, первый открывай. Игорь, давай. Глаза. Игорь кого-то поймал. Тащит судака, ё-моё. Большой. Но все равно сам факт. Вот это. Вот это, да. Меня поймал первый и последний. Посмаковать, повыкачивать. Давай. Ну-ка. Ты посмотри, а. Ого. О, ничего себе. Тяни его вверх, не тяни. Дай сюда его. Не уйдет сейчас. Дай сюда. Ух ты, ничего себе. Профессионализм не пропьешь, учитель. Да. Я сказал, я первый поймал. Зачетный. На жареху уже Пойдет, пойдет, да? да. Ты че, да? Да. Вау. Друзья, смотрите, какая рыба. Держу впервые такую рыбу. Я тебе говорю, что это вот самая рабочая резина здесь. Это Вот. Какая? Володь, черно-красная. О, не зубы такие впереди. Да. Прям вот плавник такой, как у окуня. Сзади такой плавник вот. возьму пожарить. Что, таких Нижние плавники. Он ровно. Чешуя такая на ощупь, как у 47-48. как у Можно окуня. такие брать, В общем, Ну да. вот эти колючки у него, ну, мягкие, не очень колючие. Если бы не жареха На не нужна спине, была, конечно, я бы- острые, да. Ну, мы-то в гости приехали. Вот. Вот такая рыба. Друзья. Стоять. Стоять бояться. Вот. Интересная такая рыба. Судак. Ну сколько здесь граммов, думаете? Грамм 900. Так что, друзья, вот, смотрите, нахожусь вот у Рыбкина в Калининграде, друзья. Поймали вот такого судака, только что Игорь поймал, не я. Вот, грамм 800 судачок. Это считается средний, да, как бы? Это маленький. Считается маленький судак. Но это уже кулинарный или еще нет?
Ну, этот уже ровно зачетного размера, 46 сантиметров, уже мы его... Я обычно таких отпускаю, но этого нам просто пожарить надо. Ну да, попробуй судачка. Ну давай отпустим его. Давай отпустим. Ну, Да давай отпустим. да, давайте, друзья, отпустим его. Ну. Так, друзья, вот такого мы отпускаем. Это небольшой судачок, поэтому... Не, он по зачету проходит, ну отпустим. Да, я вообще таких обычно Но не беру. мы таких не берем, да. Пусть растет, на Да, подрост. я беру, который от 50 Ребят, как сантиметров. Володя говорит, на подрост. На подрост. На подрост отпускаем, Отпускай, конечно. пускай живет. Все, давай. Потом возвращайся, когда станешь повзрослее. Обязательно так говорить надо. Игоряне, поздравляю тебя с первым калининградским судаком. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Молодец, красавчик. Вот это я приехал. Мы тут второй день, блин. Что-то делаем, какие-то приманки. Сань, покажи его. Ну, такой же, как у меня, чуть крупнее, наверное, да? Вот, Александр вытащил. Давайте еще порыбачим, может. Ну вот он. Черная, смотри, как уголек. Саня, красавчик. Поздравляю. Все, уже одна первая. С почином. зарядка есть, да. Надо еще поймать. Чтобы... Первый судак, да, это вот красота. Давайте, рыбачим, ребята. Саня, я смотрю, не фото. Так, друзья, сейчас попросил Володю, чтобы показал мастер-класс, как вдевать офсетный крючок на такую приманку. Бас. Многие просто не знают, что офсетный крючок нужно, тем более, ну... Да, здесь мы немножко пользуемся как не зацепляйкой. Здесь все-таки зацепчики присутствуют. Поэтому, ну вот так все. Продеваем бошку. Так. Напяливаем ее вот сюда. Там такой выступ есть. Да. И как бы сейчас мы... Измеряем, где Да. она должна быть, да? Да. И я чуть-чуть такую с натяжечкой делаю. Натяжечкой, Пробить. так. Да, чтобы она меньше слазить будет. Приманка плотная достаточно. Всё, и я вот даже чуть-чуть вот так жало натягиваю, так чуть-чуть жало Чтобы- прячу, буквально. Ну. Что есть тут зацеп, то и... Прошла скользом. Да, немножко вот так неправильно делал. Вот так. Все, вот одевай. А, нет, подожди. Все правильно было. Этот самый развернулся у меня. Где у нас тут? 10-граммовая чебурашечка. Да, здесь в основном я ловлю десятками, потому что уже ветерок присутствует. Когда штиль, можно, конечно, и поменьше. То есть пятерки даже. Я бы вчера спокойно на пятерки ловили. Сейчас уже немножко подбивает. Более точный заброс сделать, все-таки уже десяточка получше будет. Потому что ветерочек уже начинается. Вот так вот. На джигу. У тебя там конфет в кармане никакой Я просто как бы... Есть, зацеп был, половину дам. Нет, я говорю, конфет какой в кармане. Нет, нету, ну шоколадка что? Ты конфет не брал? Нет. Не. Я сначала топовую съедаю, Вытягиваю. а потом уже, когда все заканчивается, Потом уже не то. уже выбирать начинаю там, да, что получше. Это как в детстве. О, Володь что-то поймал, оба-на. Ничего себе. Вот это трофей. А это что такое? Да ты чё там, спиннинг что ли? Обалдеть, слушай. Видал? Вот это трофей. Вот это да. Вот это поклевка. Там зацепа. Все. Пускай приходит и сам мучается со своим спиннингом. Главное было. Это да, найдете опять. А что, мы сегодня никого не сможем найти? Кого вот нахуй найдете? О, есть. Что, есть вообще? Есть. Я говорю, точку мою занял. Точку. Давай, ставь, готовь. Мало ли там что-то, наконец-то. Что, хороший что-то? Что-то хорошее идет. Давай. Сейчас покажу, Володя. Ого. Ты снимаешь шлак? Да. Вроде так хорошо сопротивляет. Нормально. Пойдет там на забор. Небольшой, конечно, но пойдет. Ох ты. Ну вот, Слава, Первый поздравляю. Слава так разловил. вообще. Первым небольшим трофейчиком на кракозябру клюнул. Это нет, он маленький. Смотри. Не, маленький.
пойдет. Давайте отпустим, конечно. Да, мне показалось, что он в зачете. Не, нифига он не в зачете. Конечно, как озяб. Ну, пап. Пару фоток с первым судаком твоим. Да. Ты давай фотоаппарат. Давай. Вот, друзья, посмотрите, вот наконец-то я поймал. Наконец-то мой личный судак, хоть небольшой, но для начала уже есть. Это Калининград, друзья. Это Калининград. Сейчас мы его отпустим. Красавчик мужчина. Да. Отпускаем рыбу. Все. Ну смотри, поймал я тоже рыбак, оказывается. Да? Да, прям почувствовал, поклевка реально такая была. Именно, да? Так щелк, да, был? Да. У него, бля, поклевки такие эмоциональные, вот когда приноравливаешь. Не убирай, пускай он будет. Давай вот на нос закинем. Давай. Да, круто. Слушай. А знаешь, Влад, Блин, а здорово поймать вообще, да, наверное. пиздец, у тебя вокруг лодки будет катать, ездить. Он прям вообще такие. Итак, друзья, посмотрите, сработала вот такая вот приманка. Вчера только Иван принес мне ее вечером, и сегодня я пробовал различные другие его приманки. Сегодня получилось поймать на вот такую личинка стрекозы, получается крупная, увеличена в несколько раз и красного цвета. Ну, ребята, сегодня вот различные такие желтоватые тона, ядовитые, машинное масло пробовали, солидольная какая-то вот. И у меня вот сработало на красную. Ну, что сказать по ощущениям? Ощущения какие были? Вот то прям тычок такой, как Володя говорит. И потом подвис просто. Вот чувствую, что рыба идет. Вот. Чем ближе начал подтаскивать, тем она ощущалась. Вот. Ну, наверное, грамм 600, да? Володя, сколько? 700 грамм? 600? Это да, грамм, 700-800. 700-800 грамм такой небольшой судачок. Ну, первый судак, поэтому я рад. Так что вот так вот, друзья. Ну, на этом мы, наверное, первую серию закончим поездки в Калининград. Ждите, будет намного больше интересного всего. Поэтому пишите ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем хорошего настроения, всем спасибо, всем пока.